Это не просто выставка, в которой собраны работы талантливых и именитых. «Красные ворота против течения» – это масштабный проект. В 2018 году в рамках академического конкурса рассматривались художественные произведения 10 тем объектов, среди которых архитектура, страна и закон, запретный плод, вера, мода и так далее. Лучшие работы будут отобраны для создания арт-энциклопедии. Третья часть большой, создаваемой Поволжским отделением Российской академии художеств и Творческим союзом художников России, большой такой энциклопедии изобразительного искусства Поволжья. Конкурс направлен на поддержание региональных художников. Для участия в проекте было рассмотрено более 700 заявок от мастеров, а это более 6000 произведений. Порядка 500 работ отобрали в каталог, часть из них в передвижную выставку. Мы хотим, чтобы изобразительное искусство, станковое, живопись, скульптура, графика вернулись, попытались, во всяком случае, вернуться к тем временам, когда это изобразительное искусство было актуальным. Картины, написанные в разные годы, людьми из разных городов, и каждая со своей идеей. Они объединены разве что 10 темами, но четко определить тематику той или иной, дать точное описание сложно. А еще здесь представлены работы художников из частных коллекций. Картины Василия Шульженко называют отчасти скандальными. Одни считают, что он изображает неприглядные стороны жизни российской глубинки, изображая пьянство и его последствия. Другие хвалят за умение передать моменты, знакомые всем. Я восторгаюсь его мастерством, в первую очередь, потому что я профессионал. А во-вторых, я вижу, с каким он сочувствием относится к этим персонажам. Он их любит, он их не ненавидит, он их любит, он переживает за них. И он говорит тем, хочет, пытается сказать тем, кто придет смотреть его картины: смотрите, насколько можно быть ужасным, насколько ужасно может ваша оказаться жизнь. Кроме разнообразия тем и героев, которых показывают мастера, в экспозиции картины, созданные с помощью подручных средств. Художница из Саратова человеческий мозг изобразила с помощью печатной платы, винтов и гаек. Можно работать с камнем, можно работать с малахитом, можно с алмазом, с бриллиантом, а можно работать с отбросами электронной промышленности и создавать умные произведения. Вот тут, здесь мозг человеческий изображен. Передвижная выставка стартовала в Саратове, затем в Тольятти, а сегодня открылась и в Саранске. 180 работ современных художников можно будет увидеть до конца месяца. Кристина Марсунюк, Станислав Семин, Народные новости.